Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана принял руководителя итальянской компании. Ирена может открыть офис в Туркменистане. Туркменистан и Армения обсудили вопросы сотрудничества на международной арене и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании «Леонардо» Стефано Пантекорво. В ходе встречи Пантекорво подтвердил готовность к дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с Туркменистаном, а президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что двусторонние переговоры, запланированные в ходе нынешнего визита, будут способствовать расширению эффективного делового сотрудничества. Также в ходе встречи рассмотрены возможности задействования потенциала спутниковой связи. В данном контексте отмечалось, что со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения итальянской компании. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии «Ирена» может открыть национальный офис в Туркменистане. Эту перспективу обсудили министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов и гендиректор «Ирена» Гаури Сингх. Открытие офиса агентства в Туркменистане должно стать новым шагом в контексте расширения сотрудничества сторон. Посол Туркменистана в Армении Мухаммед Гельды Аязов провел встречу с руководителем Департамента многосторонней политики и сотрудничества в области развития МИД Армении Давидом Князяном. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций. Отмечено, что Армения поддерживает ряд резолюций ООН, инициированных Туркменистаном. Аязов пригласил Армению присоединиться к группе друзей нейтралитета во имя мира, безопасности и устойчивого развития. Министерство энергетики Туркменистана объявило международный тендер на строительство подстанций в Балканском вилаяте. Заявки на строительство будут приниматься письменно в отделе развития Минэнерго по адресу, который вы видите на экране. Представители Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане наблюдали за ходом внеочередных выборов президента Азербайджана в составе миссии международных наблюдателей от СНГ. Делегация Туркменистана оценивала соблюдение демократических процедур и наблюдала за голосованием на участках в день выборов 7 февраля. Также состоялись встречи руководителей центральных избирательных комиссий обеих стран. Исполнителя роли мистера Бина, актера Роуэна Аткинсона, обвиняют в замедлении темпов продаж электромобилей в Великобритании. В 2023 году Аткинсон опубликовал колонку в The Guardian, где высказал сомнения в экологичности электрокаров. Он предположил, что с точки зрения экологии автомобили с традиционными моторами могут быть более экологичными, чем электромобили. Аткинсон также выразил надежду на будущее машин на водороде и синтетическом топливе. Китайские учителя активно осваивают новые технологии, используя искусственный интеллект для проверки контрольных работ. Нейросеть работает как мобильное приложение, которое анализирует текст работы, выявляя ошибки и выдает результат всего за несколько секунд. Система способна проверять любое количество работ, освобождая учителей от рутинной задачи. Опрос показал, что 60% преподавателей тратят больше всего времени на проверку контрольных. Нейросеть позволит им оптимизировать этот процесс. Туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Яхшимурадов рассказал о подготовке к предстоящему поединку. Сейчас спортсмен усиленно тренируется в знаменитом зале American Top Team США вместе с лучшими тренерами и спарринг-партнерами, чтобы поднять свой профессиональный уровень перед следующим боем. «Пока готовимся на апрель. Скоро будут точные новости», отметил Давлетжан в беседе с корреспондентом Туркменпортал. Чемпион Туркменистана Аркадакс играет с российским футбольным клубом Пари НН в рамках товарищеского матча на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. Игра с представителем российской премьер-лиги состоится 18 февраля. Время начала и место проведения матча будут известны позднее. Национальная сборная Туркменистана по настольному теннису принимает участие в учебно-тренировочных сборах, которые проходят с 10 по 16 февраля в Тегеране. Команда в составе 14 спортсменов и 3 тренеров была сформирована при содействии Государственного комитета Туркменистана по спорту. Тренировки проходят в Олимпийском городке Тегерана при участии ведущих тренеров и спортсменов сборной Ирана. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.